В рамках политики породнения начатой коммунистической партией Китая в Восточном Туркестане, так называемые китайские родственники принуждают мусульман употреблять спиртное. По сообщениям Туркестан Пресс, китайцы, подселенные к тюркам, заставляют женщин киргизского округа Кызылсу распивать спиртные напитки. Примечательно, что ни в одном доме не осталось мужчин. Всемирный уйгурский конгресс провел в Европарламенте мероприятие, посвященное уйгурам. 26 июня было предложено создать специальную группу для продуктивного продвижения уйгурского вопроса. Федеральный комитет военно-технического сотрудничества сообщил, что Китаю было предложено закупить еще больше российских истребителей Су-35. Мы ожидаем ответа китайской стороны относительно дополнительной партии Су-35 и современной военной техники российского производства, заявили представители комитета. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что надеется на то, что Дональд Трамп и Реджеп Таyyip Эрдоган, находящиеся в Осаке на саммите «двадцатки», решат вопрос зенитно-ракетных комплексов С-400. Столтенберг сообщил, что в процессе регулирования работы НАТО была одобрена глобальная космическая политика. «Космос является гарантией обороны и силы нашего альянса», подчеркнул Столтенберг. Сухопутным войскам, являющимся самой крупной частью турецкой армии, исполнилось 2228 лет. Основы командования сухопутными войсками были заложены во время правления императора Метехана в 209 году до нашей эры. Первые регулярные сухопутные войска, созданные Метеханом, состояли из 10 тысяч всадников и назывались туменами. Тумены были разделены на батальоны, роты и взводы, которые возглавляли опытные командиры в звании бинбаши, юзбаши и онбаши. Поздравляем вас с 2228-летием сухопутных войск славной турецкой армии.